что, может быть, навсегда лишается себя счастливой возможности стать матерью. И не надо надеяться на чудеса современной науки, позволяющие зачатие в пробирке. Подумайте, какую цену вы заплатите? Речь не идет о материальной стороне вопроса. По статистике, лишь 15% всех искусственно оплодотворенных женщин могут выносить ребенок. Причем не каждый удастся сделать это с первого раза. Вереница пустых попыток оплодотворения, выкидыши, боль, отчаяние, силы, время. Но есть то, что намного дороже денег. Ты моя единственная мама. Я люблю тебя с самого начала, потому что живу в тебе. Ты мой домик, моя мамочка. И я слышу каждый стук твоего сердца. Я радуюсь, когда ты радуешься, и грущу, когда ты грустишь. Чувствую каждую твою боль и страх, и на меня влияют все твои огорчения. Ты думаешь, что я помешаю тебе в твоей карьере и свободе? И как можно быстрее хочешь избавиться от меня, еще нерожденного, а по словам врачей, сгустка крови. Но я говорю тебе, что я живу. Попроси врачей, чтобы включили аппарат УЗИ, и тогда ты увидишь, кто говорит правду. Не слушай никого, кроме меня. Врачи не знают или не хотят знать, какой будет твоя жизнь после этого. Как ты избавишься от меня? Ты надеешься, что найдешь счастье в своей жизненной карьере, но спокойствие, которое ты утратишь, никто и ничто тебе не вернет. Ты говоришь, что нет условий для того, чтобы воспитать меня? Я понимаю это и не прошу о многом. Ты, наверное, знаешь, что есть организации, которые помогают таким, как я. Есть также люди, которые хотят иметь детей, и они примут меня. Не убивай меня, я должен жить. Пусть не с тобой, но ради тебя. Когда ты будешь одинока, всеми покинута и несчастна, я тебя найду. Я позабочусь о тебе. Согласись только послушать. Я знаю, ты меня не запланировала, но именно ты мне была дана. И я тебя полюбил, потому что человек имеет только одну, единственную маму. Позволь мне жить, и ты не будешь об этом жалеть. Твой малыш.